на открытом уроке театральной студии перед вами старший состав. Сегодня мы проведем с ними тренинг-разминку. Так, встали, пожалуйста, в шеренгу и поближе сюда. Итак, вначале мы с вами наше внимание настроим на занятие. Сделаем упражнение 3 круга внимания. Все же помните, да? Закрываем глаза. Итак, погружаемся в первый круг внимания. Это наша аудитория. Слушаем нашу аудиторию и наши звуки, которые находятся в ней. Атмосферу, запахи. Второй круг внимания мы переводим внимание на наших соседей и партнеров. Внимательно их сканируем, прислушиваемся к их ощущениям. И третий круг мы сканируем пространство, которое находится за пределами этой аудитории. Это может быть всего второй этаж, сверху, снизу, прямо все прощупываем. Итак, внимание переносим на первый круг внимания. Это пространство. Подключаем воображение наше, представляем, какое у нас сегодня здесь пространство, какие здесь цвета преобладают, что здесь изменилось, да? Все внимание помещаем именно в это пространство. Переходим на второй круг. Здравствуйте. Я писала, мы уже начали, где ты себя называешь. На второй круг переносишься. Это наши партнеры. Почувствуйте, кто рядом с вами, в каком он настроении, в каком расположении духа, насколько у него исходит активность, может быть, наоборот, пассивность. На второй круг переносимся. Переходим на третий круг внимания, забываем про все остальные круги и сосредотачиваемся на третьем круге. Это наше пространство, которое находится за пределами зала. Внимательно настраиваем свой слух, все органы ощущений, может быть, вам даже удастся услышать звуки на улице. Хорошо, открываем глаза. Давайте начинаем по очереди. Егор, расскажи про каждый круг внимания, вот такой небольшую справку о себе. В первом кругу я почувствовал уют, во втором дискомфорт, а в третьем как будто кто-то торопится куда-то. А во втором почему дискомфорт? Как будто кто-то напряжение высоко. Хорошо, где такие ощущения, да, как внимание работает? Как у тебя? В первом круге я почувствовала теплоту, умиротворение. Во втором я почувствовала напряжение от Егора, как он запыхавшийся. И в третьем кругу я где-то там спереди услышала какие-то то ли шептания, то ли звуки. Хорошо, Настя, спасибо. В первом кругу я почувствовала легкую прохладу, спокойствие, темноту. Во втором кругу я почувствовала напряжение с этой стороны, напряжение со стороны Максима. И в третьем кругу я услышала что-то отдаленное, где-то сзади, будто бы кто-то что-то суетится, но непонятно кто и зачем. В первом кругу холодный свет прям как будто бы дул прям. А почему я не слышу, что тут прям что-то видит? Что-то явно и прям перед вашими ушами. Никто не отметил, что прям активно работает. Я хотела отметить.
втором Это я... может быть оттуда услышали из рубки. Да, здесь прям какие-то жужжания были. Во втором кругу я от них напряжение прям сильное почувствовала. В третьем я услышала, как будто бы машина едет. Вот. Я в первом кругу услышала, ну, во-первых, самое слышное было жужжание. Потом я услышала, точнее почувствовала вот этот яркий свет, который в глаза прямо льется. Ну, тоже, да, знаете, вы стоите вот прожекторами, да? Может быть, у кого-то, да, какие-то же пятна перед глазами, или свет очень ярко, по сути, да? Тоже вот такие ощущения. Вкусный запах в зале. Во втором кругу я почувствовала такую слишком веселую энергию в этом зале. И Полина какая-то была тихая, но от нее же очень вкусный аромат духов. Вот. А в третьем... я еще услышала, как Егор туда-сюда шатался. Вот. А в третьем я услышала... Да. Я слышала, как шаги, что ли, шаги наверху и на втором этаже за дверью. В первом кругу я почувствовала как будто бы наоборот дискомфорт, но тут такое большое пространство, сосредоточиться было сложнее, еще шум отвлекал. Во втором кругу спокойствие, соседки очень такие, да, спокойные. А в третьем кругу мне показалось, как будто бы кто-то ходил, какой-то своей жизнью жил. В первом кругу я почувствовала какую-то такую атмосферу спокойной. Во втором кругу я почувствовала от Полины. Как будто она прям расслаблена очень сильно. А с третьим я почувствовала такое напряжение. В третьем кругу у меня как будто перед глазами вот это вот ничего. Хорошо. Я в первом кругу почувствовала такую просторность и свет. А второй круг я почувствовала большую напряженность Лены, как будто вот она что-то волнуется. И третий круг я почувствовала людей, которые вот там ходят и там смотрят, охранники. Хорошо. Так, давайте сами встанем в круг. Ага. Давайте так, в круг, чтобы... Ой, да. Чтобы был доступ к спиной. Так, ну, давайте еще один человек немножко компьютер будет у нас вот так. Так, вспомнили игру «Самурай»? Помните, мы в нее играли? Все правильно помните? Да. Так, смотрите, сейчас я начинаю, да, в кого-то из вас стрелять. Направляю импульс со звуком «Ха!». Задача тех, кто стоит рядом, да, Егора и Насти, вовремя среагировать и сделать ответный удар, да, со звуком «Ха». Помните? Вспомнили? Да. Если кто-то из вас просыпает, да, там, или наоборот не вовремя, не попадает, да, так, тот у нас выбывает из игры, выходит в центр, да, и делает себе такой харакири, так скажем, и из игры выбывает. Помните? Вспомнили правила? Все же играли. Помнишь, да? Играли. Нет?
Четче импульс. Четче делаем все. Давайте вот не прощаю больше. Четче. Стоп. Опять наложение такое было. Егор, давай выбывай. Всех мальчишек. Давайте поехали, Настя. Стоп, ты куда? Давай на все. Нет. Ты пустила по линии? Нет. Ты как-то в центр пустила. Мне вот так пустила. Да. Ничего, вот прям. Вот, не вот так вот. Еще раз. Все, выбывай. Не будем запрещать. Это все 3 победителя. Отлично. Давайте еще раз. Включаемся поактивнее, пожалуйста. Так, давай, начинаем. Полина, Елена. Я самурай твой месть! Смотри, опять стоп, Максим. Не из-под боку, не из-под откуда-то, а сверху. Еще раз. Опять смотри, что сказала. Из головы вот так вот. Из головы. Сверху импульс посылаем. А дважды ты должен был, смотри, первый направляющий сделать, а второй уже вместе с Настей подхватить. Ну все. Давай, Лен, продолжай. А за Лена что проспала? Ну все. Артем, ой, Егор. Я самурай твой месть. Точно проспал. Все. Поближе встаньте, потому что ты Настя? А что, она не ешь, что ли? Да? Я вот Елена отчаянно сражается после этой жизни. Все хорошо, встаем. Это был смех или плач или смех? Так, ставь шапку на порядок, чтобы было у вас видно. В дырочке встань. Вот туда в дырочку встань. Ну, должны себе вот место, поняли? Вот сюда. Максим, немножко видите, да? Так, сейчас показываю миниатюру, как в прошлый раз, поднимание штанги. Помните, да? Упражнение поэтапное. Вначале нам нужно выбрать правильное положение тела, да? Объект наш надо увидеть нам. Четко, что перед нами находится штанга, что она такого размера, что это не маленькая палочка, да? Это большая штанга. Ну что нам сделать? К этому объекту пристроиться правильно, да? Найти правильное положение тела, взгляда, да? Всего остального. И да, сделать действие по этапу. Вначале мы какое-то сопротивление, да, преодолеваем. Преодолев сопротивление, мы поднимаем и удерживаем нашу штангу, да, некоторое время. Помните? Делаем все обдуманно и по этапу. Не просто подняли, положили, а прорабатывая каждый элемент этой вот миниатюры. Хорошо? Итак, по моему хлопку приступаем к нашему действию. Не спешим, это не на скорость, это на ваше исполнение мастерство. Итак, раз, два, три. Ага, Полина, отлично, держим. Артем, не чувствую штанги у тебя в руках, у тебя как будто совсем что-то легкое. Артем, штанга.
Хорошо. Сейчас я вам говорю какой-то либо вид спорта, а вы его показываете. Если я говорю вам баскетбол, значит мы с вами, да, показываем, как мы работаем с мячом. Говорю вам фехтование, показываю, как мы работаем с воображаемыми шпагами. Понятно, да? Итак, будьте внимательны. Лыжи. Хорошо. Баскетбол. Ага. Футбол. На месте, пожалуйста. Вратаря можно показать. Ага. Фехтование. На месте, не между собой. Теннис. Отбиваем удары. Внимательнее, внимательнее. Ага. Стрельба из лука. Так, смотрите, кто играет стреляла из лука. Там огромное напряжение сопротивления. Там такая вот тетива упругая. Нужно, особенно девчонку, постараться очень сильно, чтобы натянуть ее. Она очень крепкая. Огромное прям сопротивление. Ага. Хорошо, видит цель. Ага, не просто в сторону пуляет, попала. Настольный теннис. А кто уже профессионал разбивается? Что вам мне известно? Ты тяжелее. Аэрофутбол. Помните, да? Такая шайба такая летит в голову. Ага. Хорошо. Так, встаньте, пожалуйста, в углу, потом там есть возле задника шеренгу. Пожалуйста. Вот шеренга, рядом с задником. Сделайте так, чтобы у всех было пространство и было одинаковое расстояние между всеми. И запомните, пожалуйста, все. Вот Максим, чтобы тоже вошел, и Артем тоже вот заполни пространство. Вот осталось. Видишь? Вот там шаг чуть вперед сделай. Шаг вперед туда. 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 Туда словно. Вот. Подвинулись. Угу. Хорошо. Сейчас мы с вами будем преодолевать разные препятствия. Итак, первое препятствие – болото. Зыбкая почва. У нас в руках с вами палка. Мы тщательно прощупываем каждый шаг. Каждый шаг мы обдумываем. И вам нужно дойти до конца этой сцены. Но будьте внимательны, что на пути могут быть реальные препятствия, на кого-то может затянуть, засосать это болото, эту трясину. Поэтому идем внимательно и, пожалуйста, воображение подключаем. Видим реально вот эту всю нашу почву и окружение. Так, приготовились. И пошли. Не спешим, не на скорость. Каждый шаг у нас вдумчивый, постепенный. Хорошо.
у нас перед вами трос, да, по которому мы идем, и сохраняемся в равновесии. Приготовились и поехали. Так, молодцы. Дарья еще зевать успевает, да? По пути. Так, молодцы, ждем остальных. Хорошо, готовились на старт. Так, итак, представили, что вы идете по скользкому льду, что вот у вас такие сапоги скользкие, лед скользкий, и вы постоянно балансируете, чтобы не упасть. Сейчас приготовились. Поехали. Кто не переигрывает? Ага. Так, падаем тоже, пожалуйста, непреднамеренно. Так, случайно должно быть красиво. Хорошо, на старт вернулись. Так, теперь мы оказываемся с вами в пустыне, как бы в маленьком принце. Оказались в пустыне, без еды, без воды, и вот уже все запасы, которые были, кончились, силы на исходе, и нужно просто выжить, найти какой-нибудь, возможно, оазис, источник воды. Жара нереальная, убийственная. Уже все, в голове там рябит, шумит, уже темные круги перед глазами все. Ага. Все, уже координация теряется. Так, хорошо, молодцы, стали легче, только не так легко. Давайте вот так вот. Вот, да, достаточно. Так, пообщаемся с вами хлопочками. Я вам хлопаю, вы мне отвечаете. Начинаем тихо, вы громче. Слушаем внимательно. Стоп, стоп, я не закончила. Слушаем. Идем на повышение, да? Хорошо, теперь наоборот. Вы тише, я громче. Начинаем с самого тихого, то же самое рисуем. Поехали. Все, раз, два, три. Куда? Вот, что сделали паузу? Ага. Так, хорошо. Слушаю. 3 минутки. Так, сейчас у нас Максим загадывает несложный ритм, а вы повторяете его. То есть ты показал, Настя повторила и так далее по цепочке. Понятно, да? Можно использовать ноги, можно использовать руки, можно все вместе. Так, поехали. Несложный.
этот текст, вы будете сами его читать, анализировать и разбирать, чтобы завтра вы уже были знакомы с материалом, чтобы вы уже были в нем. Поэтому сейчас давайте перерыв и потом перемена. Итак, дорогие друзья, мы с вами уходим на перемену. Рады были быть с вами. Спасибо всем большое за просмотр.